أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Салям алейкум, азиз достлар. Мы продолжаем цикл уроков по изучению арабского алфавита. И на сегодняшнем уроке мы рассмотрим написание букв в начале, в середине и в конце слова. У каждой буквы арабского алфавита есть определенный основной элемент, который повторяется везде в написании, независимо от того, где буква пишется, в начале, в середине или в конце. В конце обычно добавляется хвост к букве. И в любом положении, где находится буква, написание отличается только тем, что она присоединяется к предыдущей букве или к букве последующей. Этот принцип действует в любом рукописном письме. Также он действует в кириллическом русском письме и в латинском письме. Давайте рассмотрим это на примере буквы В русской или Б латинской. Давайте напишем русскую букву В или латинскую букву Б. Она пишется над линией письма, хотя некоторые буквы могут писаться и ниже линии письма в кириллической и латинской традиции. Когда мы пишем эту букву в начале слова, мы присоединяем ее к следующей букве. Таким образом. Когда мы пишем ее в середине слова, есть присоединение к предыдущей букве и к букве последующей. И в конце присоединение к предыдущей букве. Таким образом, мы видим, что это одна и та же буква, только появляются некоторые присоединения к предыдущим и последующим буквам. В арабской письменной традиции происходит то же самое. Есть основной элемент буквы, который пишется одинаково в начале, в середине и в конце. Есть только несколько букв, где вариации происходят. Отличия в написании основных элементов появляются только у некоторых букв. Это такие буквы, как айн, гайн и буква гаун. И значительно отличается написание в начале, в середине и конце слова у буквы кафун. Кроме этого, стоит отметить, что есть 6 букв, которые после себя не присоединяют другие буквы. Это такие буквы, как алиф, даль, заль, ра, зейн и вау. То есть к ним буквы присоединяются, а после них буквы не присоединяются к данным буквам. А теперь давайте посмотрим, как пишутся буквы арабского алфавита в начале, в середине и в конце слова. И начнем мы с буквы элиф. Мы помним, что буква элиф пишется в виде вертикальной наклонной черты сверху вниз, немного наклонной влево. И эта буква после себя не присоединяется. Поэтому, когда мы будем писать ее в начале, мы не будем присоединять ее к следующей букве. И письмо у нас будет продолжаться таким образом. То есть будет пробел. Когда мы пишем букву элиф в середине, после определенного письма, она будет писаться таким образом. Снизу вверх будет писаться. И потом мы продолжаем письмо, оставляя пробел. И когда мы пишем эту букву в конце, соответственно, после определенного письма мы будем писать ее в виде вертикальной черточки вверх. Если мы напишем подряд 3 буквы элиф, то они будут смотреться как 3 вертикальные палочки, которые не присоединяются друг к другу, потому что эта буква не соединяется с последующей буквой. Следующая буква — это буква баун. Основным элементом буквы Ба является небольшая черточка над линией письма и точка снизу. Когда мы пишем ее в отдельном варианте, мы добавляем к ней хвост. Однако в начале слова мы просто присоединяем этот основной элемент к следующим буквам и продолжаем письмо. Когда мы пишем букву Ба в середине слова, пишем, ставим черточку и продолжаем писать, ставим внизу точку. И в конце, когда мы пишем эту букву Ба, после определенных букв ставим черточку и добавляем в конце хвост. И точку ставим уже в середине этого хвоста. Если напишем 3 буквы Ба подряд, то получится вот такое письмо.
Следующая буква это буква таун. Она пишется так же, как и буква ба. Мы ставим небольшую вертикальную черточку над линией письма и ставим сверху две точки. И затем, когда эта буква пишется в начале слова, мы просто присоединяем ее к последующим буквам. Когда мы пишем эту букву в середине, после того, как мы написали, мы ставим небольшую черточку, продолжаем писать и потом добавляем две точки сверху. И в конце к этой букве мы добавляем хвост, который пишется над линией письма. Если эти три буквы та написать одна за другой, то получится следующее сочетание. Буква таун пишется аналогично букве ба, единственное, что над ней ставятся три точки сверху. Ставим основной элемент, это вертикальная небольшая черточка над линией письма и три точки сверху. Когда мы пишем эту букву в начале слова, то мы просто добавляем ее к следующим буквам. Когда мы пишем эту букву в середине слова, то после письма мы ставим черточку и продолжаем письмо, а затем ставим три точки сверху. И когда мы пишем эту букву в конце, мы добавляем традиционный хвост. Если написать эти три буквы «та» подряд, то получится такое письмо. Давайте напишем теперь букву «джим». Основным элементом буквы «джим» является то, что пишется над линией письма, вместе с точкой снизу. Когда мы пишем эту букву в начале слова, мы просто добавляем присоединение к последующей букве. В середине слова, когда мы пишем эту букву, основной элемент присоединяется снизу к предыдущей букве, и потом продолжается присоединение к последующей букве. И в конце, когда мы пишем эту букву, мы добавляем ей хвост, который пишется в отдельном написании. Когда пишутся подряд три буквы «джим», пишутся они следующим образом. Следующая буква это буква хаун. Она пишется аналогично букве «джим». Мы пишем основной элемент над линией письма и затем добавляем к последующим буквам. Когда мы пишем ее в середине, после написания предыдущих букв, мы сажаем основной элемент с присоединением снизу к предыдущим буквам и продолжаем писать. И в конце мы добавляем к основному элементу хвост, который уходит вниз. Если написать подряд три буквы «ха», то получится так. И пишем букву «хаун», пишется она аналогично предыдущим двум буквам. Основной элемент над линией письма, точка сверху, и продолжаем писать. В середине присоединяется снизу к предыдущей букве. И в конце добавляем после написания основного элемента хвост. Вместе эти три буквы пишутся таким образом. Буква «даль» сама по себе полностью является основным элементом этой буквы, и поэтому этот элемент повторяется в начале, в середине и в конце. Это одна из букв, которая не соединяется после себя, и поэтому, написав ее, мы оставляем пробел и продолжаем письмо. Когда мы пишем в середине эту букву, после написания мы присоединяем таким образом и затем продолжаем писать. И в конце, когда мы добавляем эту букву, то получается мы пишем с присоединением вот таким образом. Из-за того, что эта буква после себя не присоединяется, когда мы напишем три буквы «даль» подряд, они не будут присоединены друг к другу. И букву «даль»
мы продолжаем писать так же, как и букву даль, только ставим точку сверху. Пишем следующие буквы, оставляя пробел, потому что буква даль после себя не соединяется. Затем в середине она присоединяется к предыдущей букве и продолжаем писать. И в конце мы пишем букву даль и на этом заканчиваем письмо. Третьи буквы будут писаться с разделами, потому что они после себя не соединяются. Буква Ра также является одной из букв, которая представляет собой полностью основной элемент. В ней нет лишних элементов. Также эта буква не присоединяется после себя. Поэтому, написав ее в начале слова, мы продолжаем письмо, оставляем пробел между «не» и следующей буквой. Когда мы пишем эту букву в середине, мы присоединяем ее к предыдущей, но к последующей не присоединяем. И в конце мы пишем ее таким образом. Если их написать один за другим, они будут писаться раздельно, так как они не соединяются со следующими буквами. Буква Зейн пишется аналогично букве Ра, только ставим точку сверху. Продолжаем письмо, оставляя пробел между буквой Зейн и следующей буквой. В середине мы пишем ее следующим образом, присоединяем к предыдущей, а к последующей не присоединяем. И в конце букву Зейн пишем следующим образом, с присоединением к предыдущей букве. Вместе, когда будут писаться эти три буквы, они между собой не будут соединяться, так как они не соединяются с последующей буквой. Следующая буква – это буква Сейнун. Основным элементом этой буквы является три зубчика, которые пишутся над линией письма. Мы, когда пишем эту букву в начале слова, присоединяем ее к последующим буквам. Когда пишется эта буква в середине слова, мы присоединяем ее и к предыдущим, и к последующим буквам. И эта буква, когда пишется в конце слова, мы добавляем хвост, который уходит глубоко вниз. Когда эти три буквы пишутся одна за другой, три буквы син, пишутся они следующим образом. Букву шин мы пишем аналогично букве син, однако добавляем три точки сверху. И в конце добавляем хвост, который уходит глубоко, котелком вниз, ниже линии письма. Подряд эти три буквы пишутся таким образом. Когда мы пишем букву Сад, мы пишем основной элемент в форме глаза с небольшим зубчиком в конце и потом продолжаем писать. Пишется над линией письма основной элемент. Когда мы пишем в середине, то пишем аналогично. И когда мы пишем в конце, мы добавляем хвост, который уходит глубоко вниз. Когда три буквы Сад пишутся одна за другой, то пишутся они таким образом. Буква Дат пишется аналогично букве Сад, однако над ней мы ставим точку сверху. Пишем в середине, добавляем основной элемент в форме глаза с небольшим зубчиком в конце, продолжаем писать и ставим точку сверху. И в конце добавляется хвост, который уходит глубоко вниз. Подряд три буквы пишутся таким образом.
Следующая буква это буква таун, которая сама представляет собой полностью основной элемент, то есть у нее нет лишних элементов, которые не пишутся в некоторых случаях. Когда мы пишем ее в начале, то просто добавляем присоединение к последующим буквам. Когда мы пишем ее в середине, мы пишем ее таким же образом, только добавляем присоединение к последующим и предыдущим буквам. И в конце мы пишем лишь сам элемент этой буквы, и на этом завершаем письмо. Давайте напишем 3 эти буквы подряд. Буква «за» пишется аналогично букве «та», только лишь мы ставим точку сверху. В середине пишется аналогично. И в конце мы пишем саму эту букву с точкой сверху. Если напишем эту букву 3 раза подряд с присоединением, то получится следующее. И мы переходим к букве айнун. Основной элемент буквы айн пишется в начале слова, и потом мы добавляем присоединение к последующим буквам. Когда мы пишем эту букву в середине, она пишется немного по-другому, а именно вот так, то есть уже не в открытом виде, а в закрытом виде пишется. И в конце она пишется также в закрытом виде, плюс мы добавляем в конце хвост. Если присоединим 3 буквы, то получится вот такая надпись. Букву гайнун мы пишем аналогично предыдущей букве айн, ставим лишь точку сверху, в начале так, в середине мы закрываем букву гайн, и в конце к закрытой букве гайн добавляем также хвост. И 3 буквы подряд будут писаться таким образом. Мы переходим к букве фаун. Основной элемент буквы Ф это небольшой глазок, который пишется над линией письма. И мы добавляем присоединение к последующей букве. В середине пишем аналогичным образом. Лишь глазок немного меняется, становится более вертикальным. И в конце мы добавляем характерный для буквы Фа хвост, который пишется по линии письма, не уходит вниз. Подряд 3 буквы Фа будут выглядеть таким образом. Мы пишем букву Каф, основной элемент в виде глазка, как у буквы Фа. Присоединяем к следующим буквам и ставим сверху 2 точки. Когда мы пишем в середине, получается то же самое, единственное, что этот глазок он становится немного более вертикальным. И когда мы пишем в конце, мы добавляем хвост, который уходит глубоко вниз, ниже линии письма. Подряд 3 буквы Каф будут выглядеть следующим образом. Мы переходим к букве Кяфун. Мы говорили в начале, что она меняется в зависимости от того, как пишется в начале, в середине или в конце. В начале буква Кеф пишется следующим образом и добавляется к следующей букве. То есть мы пишем вот такой именно S-образный элемент. В середине пишется таким же образом, однако присоединяется к предыдущей и последующей букве. И в конце мы пишем букву Кеф так, как мы уже писали ее. Вот таким образом. Если мы напишем 3 подряд буквы Кеф, это будет выглядеть таким образом. И мы переходим к букве Лям. Основным элементом буквы Лям является вертикальная линия, которую мы пишем снизу вверх с небольшим наклоном влево.
Когда мы пишем эту букву в начале и в середине, у нее не бывает хвоста. Мы просто присоединяем ее к следующей букве. И этим она отличается от буквы элиф, которая не присоединяется к следующей букве. Итак, в начале пишем так. В середине после письма мы ставим линию и продолжаем писать. И в конце мы ставим линию и потом добавляем хвост, чтобы было видно, что это буква лям. Если напишем эти три буквы подряд, то получится следующим образом. Давайте теперь напишем букву мимун. Основным элементом этой буквы является небольшой глазок, который пишется вот таким образом. В начале письма мы добавляем присоединение к следующей букве. В середине пишется то же самое, однако добавляется присоединение к следующей и последующей буквам, к предыдущей и последующим буквам. И в конце мы после написания буквы мим добавляем еще хвост, который уходит прямо вниз. Если мы напишем подряд три буквы мим, это будет выглядеть следующим образом. Давайте теперь напишем букву нун. Основным элементом этой буквы является небольшой штрих, линия над линией письма и точка сверху. Когда мы пишем букву нун в начале слова, мы просто присоединяем основной элемент к последующей букве. Когда мы пишем букву нун в середине, после написания мы ставим черточку и продолжаем писать, и ставим точку сверху. И в самом конце мы букве нун добавляем хвост, который уходит глубоко вниз в форме котелка. Когда мы пишем подряд три буквы нун, пишем мы следующим образом. И напишем еще одну букву, это буква ваун. Буква вау сама полностью представляет собой весь основной элемент этой буквы. Мы ставим глазок и потом добавляем хвост, который уходит вниз, как у буквы ра. Когда мы пишем эту букву в начале, мы не присоединяем ее к последующей букве и оставляем пробел. Когда мы пишем эту букву в середине, мы пишем букву ва, которая присоединяется к предыдущей букве, но оставляем затем пробел, потому что к следующей букве эта буква не присоединяется. И в конце она пишется аналогично. Когда мы пишем подряд три буквы вау, они друг с другом соединяться не будут, потому что они не соединяются с последующими буквами. И мы переходим к написанию буквы хаун. На самом деле основным элементом этой буквы является вот такой значок. Но в зависимости от того, где эта буква пишется, в начале, в середине или в конце, она меняется из-за того, что присоединяется к другим буквам. В начале эта буква пишется следующим образом, и мы пишем дальше. Когда мы пишем ее в середине, она пишется следующим образом. А когда мы пишем ее в конце, она пишется вот так. В случае, если она не присоединяется к предыдущей букве, то в конце, после, например, буквы ра, она пишется в своей основной форме. Давайте напишем подряд три буквы г. Когда мы пишем буквосочетание лям-элиф, мы учитываем то, что в этом буквосочетании последним компонентом является элиф, который после себя не соединяется. Поэтому, когда мы пишем это буквосочетание в начале слова, продолжаем писать, оставляя пробел. Элиф не соединяется после себя. Когда мы пишем это буквосочетание в середине, мы присоединяем к предыдущей букве, но после себя элиф не соединяется, оставляем пробел. И когда мы пишем эту букву в конце, мы пишем таким же образом. Давайте напишем 3 раза подряд буквосочетание лям-элиф. Они не будут друг к другу присоединяться, потому что элиф не соединяется с последующей буквой.
Следующая буква – это буква Яун. Основным элементом этой буквы является небольшая вертикальная черточка над линией письма и две точки снизу. Когда мы пишем эту букву в начале слова, мы присоединяем ее к следующим буквам. Когда мы пишем эту букву в середине, после письма мы ставим черточку, продолжаем писать и затем ставим две точки снизу. Когда мы пишем эту букву в конце, мы добавляем вот такой элемент, который может писаться как без точек, так и с точками, в зависимости от правил арабской грамматики. Давайте напишем три буквы «Я» подряд. На этом мы завершаем наш урок. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.